самом деле фотографу профессиональный фотоаппарат может быть вреден, как я считаю, потому что мой собственный опыт показал, что было правильным то, что мой первый фотоаппарат была мыльница. Вот одна из работ с мыльницы попала на эту выставку. То есть профессионализм фотографа не сильно зависит от качества фотоаппарата. Зависит его умение, его взгляд. У меня есть опыт моих друзей, которые детям покупают по их просьбе профессиональные фотоаппараты. Они их берут и ничего в них не понимают. Профессиональный фотоаппарат – это сложный компьютер. Дети и любители сразу, естественно, не смогут. И у них фотографии получатся гораздо хуже, чем снимает телефон. Потому что они не знают функций, не знают, как настроить фотоаппарат. Настройки все практически вручную в профессиональном фотоаппарате. Телефон же снимает в автоматическом режиме. И там фотографии выйдут гораздо лучше. Поэтому я советую начинать в данное время с телефона. Если получится хорошие фотографии на телефоне, то тогда ты можешь уже переходить в более профессиональной техники, причем даже не сразу суперсложной, суперсовременной, а по мере освоения. Техника быстро устаревает, и купив новый фотоаппарат, с течением времени он устаревает уже. Поэтому не нужно гнаться за новейшей моделью. Многие профессиональные фотографы сейчас снимают на качественные телефоны. Шеф-фотограф National Geographic Россия мне показывал китайский телефон и рассказал: посмотри, как он классно снимает. Посмотри, я вот на него сейчас снимаю, на телефон. То есть тенденция идет к тому, что вырастет качество изображения телефона на телефоне, и люди начнут профессионально снимать с телефона. Поэтому я советую не спешить, только став профессионалом, покупать профессиональную технику.